Это значит вот дорога, да? Зеркало. Зеркало, вся наша жизнь, она состоит из мгновений. И вот это мгновение вы вернуть не можете. Так ведь? Но мы едем за рулем. Мы смотрим дорогу. И это мгновение мы возвращаем через зеркало заднего вида. Мы за рулем... И посмотрел и опять поехал. Посмотрел, опять поехал. Посмотрел, опять поехал. Это мгновение нашей жизни. Из этого состоит наша жизнь. Вот. Поэтому основное осталось зеркало и дорога. Да. Это мы вот с вами живем на планете. Кругом экология. Мы не смотрим за экологией, да? Нам надо смотреть экологию. Да. Не было границ разных. А мы сейчас огород делим, дом делим. Все у нас поделено, вся земля заборами. Это вот на это посвящена вот эта картина. Дырка. Дырка — это прорубь. Не важно момент, когда вы поймаете что-то, а важен момент, когда вы ждете. Когда удовольствие ждете. И вы не знаете, что там внизу. И вот этот момент, он интересен, чем сама рыбалка, психологически. И потом оставляет рыбу и уезжает. Да, это мне подарили на день рождения. И мы вот эту картину, такую же, сделали Галина Борисовне Волчек, современник. Да. У нее был юбилей, Галина Борисовне. Да. И вот мы ей подарили, мы знали очень хорошо, я 4 года, 4 отпуска провел с Галиной Борисовной вместе в Израиле в одном отеле. И вот мы ей подарили вот эту картину, это ее портрет. Это Галина Борисовна, яйцо. А все вокруг вот это театр, хлопоты, все это металл, все это вот не дают что-то, да. Я вижу вот это воздухи, которые вытаскивают. Да. Если бы Галина Борисовна, вот яйцо где должно быть? Оно должно быть в тепле, в мягком гнезде, оно должно быть в таком месте, так ведь? Да. Вот если бы Галина Борисовна родилась в такой вот обстановке, работала бы в такой обстановке, не было бы того результата. А поскольку она вот вокруг вот этого металла, вокруг вот этого всего движения, жесткость, все это. И вот поэтому она такая, значит, хрупкая, но такая талантливая. Это ее портрет Галины Борисовны. Так ей это понравилось, и вот мы сделали, вот вторая такая картина висит у Галины Борисовны дома. А вот эти вот картины, вот это вот зеркало и это висят дома у Николаева, у Леонова, у Терешковой, у космонавтов. Они взяли в Звездном городке вот эти картины. Потому что Никольский жил в Звездном городке, он жил дома у Тарковского, поэтому вот у него вот эти мысли, вот эта вот планета, Земля, это все влияние Тарковского. Вот это вот в гостях у бабушки. И здесь самое интересное, что за нами всеми в жизни всегда кто-то наблюдает. Это бабушка только. А вот оказывается здесь кот. Да. Вот мы иногда не замечаем, что за нами наблюдает кот, за нами наблюдает собака. Вот вы видели где-нибудь старая церковь или старый каменный дом, и там растет дерево, береза там или дерево. Это называется охота, тяга, воля к жизни. Воля к жизни. Вот эта картина посвящена вот этому. Воля к жизни. Что уже засохло дерево, да? Оно стоит, ничего нет. Но внутри осталась душа, вот эти глаза, все равно воля к жизни остается. 2 исторических места в Татарстане. Это Булгары и Свияжск. Вот. Свияжск — это значит, когда это остров, туда приплыл на лодках Иван Грозный. И там сначала делал крепость. И это одна из первых таких старых церквей там, деревянных. Там он, значит, все это готовился, и потом перед завоеванием Казани. И вот там наш президент Шамиев, это все под его, значит, кураторством, он там сделал очень хороший на острове такой музей-остров. Вот Александр Сергеевич Пушкин, а на острове Буяне, это вот этот вот. Вот мы хотели вам от штаба подарить вот такую книгу «Свияжск». Да, потом посмотрите. Ой, какая тема. И вот такую эту.
И вот у нас президентом Татарстана был Табеев. Был он послом в Афганистане, его уже сейчас 6 лет нет. Он татарин, да. Он возглавил республику, когда ему было 31 год. Он за 31 год построил столько городов, построил КАМАЗ, построил столько нефтехимии, всего много построил, да. И потом вот он, приехав в Москву, начал объединять всех земляков вокруг себя. Хотел он, вот он врачей отдельно там собирать, он хотел их по карьерной лестнице, чтобы все татары, не только татары, все выходцы из Татарстана. Да, и вот он, значит, их объединял, их собирал, и, значит, он организовал вот этот штаб. А мы уже потом к нему примкнули. Теперь его нет, уже 6 лет. И мы продолжаем его дело. Да. Вот почитайте, мы вот обычно пишут же биографию человека, да? Ну, скучно. А мы взяли его друзей, которые жили с ним. Да, как с ним познакомились, как жили в комнате, как вот на рыбалке были, как в нерабочее время общались. Вот поэтому книга так получилась очень интересной. Ринат Ибрагимов, он первый в Казани организовал варите. Варите не было никогда в Татарстане. Он на нашем мероприятии был раньше, я его знаю очень давно. Он пел при варите, у него был ансамбль свой, да. Было? Ну, в свое время, советское время, да. Да, и вот он, значит, очень много пел патриотических песен на хороший голос, на комсомола, значит, он такой очень патриотичный, наш он выходец, конечно, да. Он поет и татарские песни, русские. Вот у него было 70 лет, он заново женат. У него сейчас, по-моему, сколько детей? Там очень много. 5 детей, да. И вы знаете, у него было день рождения. Да, и вот у нас, чтобы собрать Кремлевский дворец, может только наш штаб помочь. Почему? Потому что интернет. Потому что татар собрать 6 тысяч в Кремле – это проблема. Мы занимались этим концертом, мы сняли там фильмы. И вот к нему пришли его поздравлять Лещенко. Пришли Ялла группа, пришли вот это Учкуду колодец пели, значит, пришли Винокур. И самое интересное, вдруг зал, море аплодисментов, оваций. Мы не поняли, кто пришел сначала. Роза Рымбаева. Так ее встретила публика. Да. Ты сквозь года летишь за мной, как будто ангел загорелый за спиной. Верни мне музыку, без музыки тоска. Мы расстались, но осталась наша музыка. Вот в чем суть Рината Ибрагимова? То, что вот он может петь и испанскую песню, и татарскую, русскую, и он перевоплощается. Он еще как артист, такой очень артистичный. Такой, и каждой национальности он поет чисто. Да. Был такой случай, вот Саша мне не даст соврать. У него было 80 лет, и он позвал только нас из татар. И там, значит, 400 деревьев, 400 групп людей. И Лужков стоит, и вдруг идет к нам. И вот из этих 400 групп он посадил дерево с нами. Да. Мы вместе с ним посадили дерево на 80-летие. И потом он в один момент вышел на сцену, да, и он вот на память, Лужков, как частушки 20, как такой веселый, помнишь, да? Да. Он очень любит частушки. С бурановскими бабушками. Измайлова были первые наши сабантуи, вы там О, были. я тогда помню, как студент. Мы ходили в Измайлово слушать татарские песни. Я очень любитель фольклора. Я видел там с гармошками, это какие-то праздники были у вас. Ну это у нас сабантуи или Сабантуи, народные, да. О, там собиралось так много татар. Пели Вот все, начиналось танцевали. сабантуи, все начиналось из Измайлова. Да, Измайлов сам делал.
по реке битый лед. На реке навигация, на реке пароход. Пароход белый, беленький, и над красной трубой мы по палубе бегали, целовались с тобой. И долго я могла вот так еще ходить, но зазвонил мобильник, и я опять взяла. С уикендом мне пришлось опять повременить. Опять самой себе я набрала уикенд. Удивительный момент, уикенд. Я шагаю по улице, уикенд. Время эксперимента, уикенд.